Всем привет, друзья! Сегодня мы в гостях в правовом центре Агентум. Вот руководитель правового центра Агентум Марьям. Марьям, здравствуйте. Здравствуйте, саламат сызбы. Вот Марьям уже разговаривает на кыргызском языке, научили наши граждане, да? Марьям у нас юрист с 20-летним стажем. Первый вопрос, Марьям. Многие наши соотечественники сталкиваются с такой проблемой депортации и выдворения. Чем отличается выдворение от депортации? Смотрите, административное выдворение – это мера, это вид административного правонарушения. А депортация – это уже мера государственного воздействия для тех, кто не исполнил это административное выдворение. То есть, говоря простыми словами, депортация, она применится в отношении тех, кто не исполнил административное выдворение. Ясненько. За что могут запретить въезд в Российскую Федерацию иностранного гражданина? Так, причин, по которым иностранному гражданину могут запретить въезд на территорию Российской Федерации, предостаточно. Давайте я назову наиболее распространенные. Это неуплата административных штрафов, в том числе штрафов ГИБДД. Это уклонение от уплаты налоговых платежей. И самое распространенное – это нарушение миграционного законодательства. То есть это регистрация, миграционный учет, да, неправильный? Да, это просроченные сроки регистрации, это нахождение самого лица не по тому адресу, по которому он поставлен официально на учет. Это вот как у нас выявляется, что не отсутствие информации о регистрации в базе данных. А вот кто принимает решение о выдворении и запрете на въезд? Решение о выдворении принимается судом. Если правонарушение выявляется при пересечении государственной границы, то принимается погранслужбы ФСБ. Также запрет на въезд Российской Федерации, решение о запрете на въезд на территорию Российской Федерации принимается органами МВД, таможенными органами, Управлением Федеральной службы судебных приставов, Министерством иностранных дел, и также в последнее время уже решения принимаются Росфинмониторингом Российской Федерации. А как раз таки по поводу Росфинмониторинга, это как раз таки метод свидетельствования, да, допустим, Да. Если какую-нибудь инфекцию нашли в организме, допустим, иностранного гражданина, то есть Росфинмониторинг уже начал ставить, да, факты есть уже? Фактов еще нет, но в законодательстве поправки внесены. Все, будем надеяться, что это относительно не коснется. Следующий вопрос. Можно ли обжаловать запрет на въезд и выдворение? Каким образом, что для этого нужно сделать? Обжаловать выдворение и запрет на въезд на территорию Российской Федерации обжаловать можно и нужно. Постановления о выдворении за пределы Российской Федерации, выносимые судом, обжалуются в течение 10 суток. И при обжаловании именно в этот срок это решение не вступит в законную силу. Те решения, по которым запрет на въезд в российскую территорию осуществлен органами МВД, погранслужбы ФСБ или таможенными органами, у граждан есть право обжаловать это решение о запрете на въезд на территорию Российской Федерации в течение 3-месячного срока. Давайте сейчас я подытожу и повторю, что судебные решения мы обжалуем в течение 10 суток, а те решения, которые вынесены МВД, ФСБ и иными уполномоченными органами, на это у нас есть 3 месяца для обжалования. А вот консультация по вопросу депортации, вообще в целом по административным правонарушениям, по уголовным правонарушениям, консультация у вас платная или бесплатная? Все консультации, обратившиеся к нам от диаспоры, всех граждан Кыргызстана, мы проконсультируем бесплатно. На звонки мы также ответим бесплатно, ответим на все интересующиеся вопросы. График работы у нас с 10 до 19. По какому номеру вам звонить? Звоните нам по номеру 925 55 55 905. WhatsApp есть на этом номере? Вы можете писать все вопросы нам на WhatsApp. Вы получите квалифицированные и профессиональные ответы. Так, Марьям, большое спасибо за емкие ответы. Я надеюсь, что данная информация поможет для наших граждан. Я сейчас дополнительно еще ваш адрес и телефон впишу. Успехов, пожелайте
успехов нашим Взаимно. юристам. Да. Всем спасибо. До свидания. Всем пока. До свидания.